Поднимаясь над бескрайней тайгой, мы видели, как бурые, золотые и багряные краски осени у подножья Уральских гор постепенно уступали место свежей, девственной белизне. Когда вертолет завис над плато, мы увидели Мань-Пупунер в совершенно новом, завораживающем образе. Такое резкое преображение пейзажа с осени в зиму – явление поистине редкое, которое, по словам бывалых путешественников, можно застать лишь дважды в год. Нам в тот день очень повезло. Когда осень сдает свои позиции, а зима только начинает править, проявляются все 50 оттенков суровой северной природы. Проявляется все, за что мы любим зиму и за что так ненавидим. Вообще этот выпуск называется «Один день с подписчиком» не просто так, потому что мне повезло. Нашелся человек, Константин Мерзликин, тоже уроженец Ухты, который помог разыграть один билетик на плато Мань-Пупунер среди моих зрителей. И победителем стала Альберта Герушева. Привет, я очень рада, очень-очень-очень. Я в полном шоке, честно. В огромном шоке. Я впервые где-то победила. Я взяла с собой пышное, красивое сиреневое платье, чтобы сделать красивые кадры на Мань-Пупунер, потому что это особенное место, и просто хочется запечатлеть этот момент такими яркими кадрами. С Альбертой мы на самом деле встречались уже несколько лет назад на каком-то из мероприятий в Ухте. Да, в УГТУ. Да, ты пришел тогда к нам и рассказывал как раз о своем блоге. Как раз меня тогда и заинтересовало. Я такая, нифига, у нас в Республике Коми есть блогер, который ездит, реально снимает и раскрывает нашу Республику Коми. Вообще была в шоке. Да, и Альберта тоже занимается медийкой. Это вообще началось со школьных времен. На тот момент появился РДШ, Российское движение школьников, и набирали медиа направления, получается, корреспондента, журналиста или, просто снимать новости школы. И я решилась, конечно, мне только купили родители телефон. Ну и потом все пошло-поехало, я начала снимать видео, тренды. Стоп, а о чем ты мечтаешь? Вот. Мечта. Мечта сбывается сегодня у меня. Только представьте, высота, гул мотора, а в руках свежий круассан с нежной семгой. Запиваем все это горячим чаем с брусничным печеньем. Говорят, на севере все сурово, но мы умеем делать моменты по-настоящему теплыми. Под крылом вертолета бесконечные просторы нашего края. Летим навстречу приключениям, но самое крутое в этом полете даже не вид за окном, а то, что прямо сейчас исполняется заветная мечта моего зрителя. Ведь эта улыбка бесценна. Лучший бонус к нашей экспедиции. Театра оперы, хип-хоперы. Муна, муна, мунам пока муна, 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 мунам пока. Мы прилетели на Мань-Пупунер. Наконец-то, какая у нас уже попытка, это третья. С третьей попытки мы прилетели с Альбертой, и к нам еще подключилась моя жена. Ой, мы уже слушаем, как ветер дует. Ветер вообще-то. Да, свистит. Готовимся. Нас посетили очень странные чувства. Еще 1,5 часа назад была золотая осень. Мы 4 месяца не видели снега. Совсем не видели. А тут белоснежная долина. И очень холодный ветер, пронизывающий до костей. В этом домике живут в сезон инспектора. Они охраняют столбы и заповедник от нарушителей закона и принимают гостей, послушных туристов, которыми мы являемся. Модуль украшен в стиле этнофутуризм Юрием Лисовским. К сожалению, в начале 26 года его не стало. Это большая утрата для республики. Очень глубокий был человек, столько смыслов заложено в его картинах. Я помню, Юрий Николаевич приходил к нам на уроки, когда я учился еще в школе, в 5 классе, и рассказывал о этнофутуризме, о мировоззрении коми-человека.
Мы люди северные, и холод для нас не преграда, а союзник. Мы прилетели сюда за кадрами, которых нет у 99% жителей планеты. Пока весь мир Маньпупунер видит на открытках, мы решили его показать по-своему. Настоящие кадры требуют жертв. И знаете, мы это делаем ради искусства. Это то, ради чего стоило лететь на край света. Рискуя здоровьем, Альберто переодевается на ледяном ветру, пока я ловлю тот самый момент. Просто послушайте ветер, как он приветствовал нас на плато. И сам не верю, что эту сказку замели недели. О да, друзья, я увидел эти камни и, кажется, сегодня понял, почему я здесь 6-й раз. Я возвращаюсь сюда за тем самым неопознанным, которое эта земля хранит в себе и выдает крошечными порциями. Если бы мне сказали, что завтра придется весь путь повторить, я, не обдумывая, согласился бы. Именно за тем неопознанным, которое стремится изучить каждый из нас. Маньпупунер — это вообще не про поставить галочку, это про стихию, которая каждый раз разная. Сколько бы я ни стоял у этих столбов, природа всегда выкатывает новый сценарий. Здесь не повторяются пейзажи, они всегда разные, всегда удивительные. То суровый северный нуар, то какой-то нереальный свет, от которого захватывает дух. Но в этот раз север просто добил меня своей магией. Знаете, бывает такое чувство, когда горы решают, что ты свой. В эту поездку случилось то, чего не было во все другие перелеты. Мы встретили оленей. Прямо на тропе, когда шли к оленьему ручью. Это было настолько вовремя и символично. У меня аж мурашки сейчас по коже. Как будто сама территория Коми показала нам свою сокровенную часть. Настоящие хозяева тундры вышли просто прогуляться. Спокойные, величественные. И я готов приходить сюда и 7-й, и в 10-й раз, потому что эта земля никогда не раскрывается до конца. И ради этих редких моментов единения с чем-то по-настоящему древним стоит проделать любой путь. И, друзья, напишите в комментариях к этому ролику, у вас есть место, которое каждый раз открывается по-новому, сколько бы вы там не были. Если есть, какое это место? Друзья, это наш подарок. Мы выдержали, посмотрели Маньпупунер на холодном ветру, себя выветрили до оленьего ручья, сходили и видели даже оленей. Теперь вот суп из красной рыбы. Наша награда. Мы победители. Когда в кроватку хочу вырубиться после такого вкусного обеда. Еще это тепло так после такого ветра. А на Маньпупунер с 21 февраля 26 года каждую субботу вертолет летает из Ухты. Если хотите узнать информацию поподробнее полетов на Маньпупунер, пишите мне в личных сообщениях ВКонтакте. На все вопросы отвечу. Давайте вместе познавать нашу родную территорию Коми. Какие ты впечатления, что ты испытала, когда ты увидела Маньпупунер? Действительно ли Маньпупунер, как это описывают, несет что-то свое энергетическое, там совсем другая энергия, так или не так? Да, это так. Ты сразу видишь такую мощь, такие огромные столбы, больше тебя, в 1000 раз, и ты просто понимаешь, что это сила, такая сила притяжения, и вот сразу, когда ты подходишь к этому, сразу же хочется тронуться и вот загадать желание. Как раз нам и сказали, что можно обнимать, конечно, нельзя, только ручкой. И я вот, наверное, рукой сколько? Я 3 раза, да? 3 раза загадала желание, а то и больше.
Ну, я надеюсь, у тебя все исполнится. Да? Ну, кстати, я не выиграла первое, выиграл мужчина из Кирова, но он не сделал репост, он не выполнил все условия, не сделал Репост именно ролика. Да, ролика «Территории Коми», что самое главное было. По итогу он не сделал, ну и Генрих решил второй раз нажать на кнопочку, Пойдемте. и мы как раз, когда он нажал на вторую кнопочку, выпала я. И я никогда, если честно, не выигрывала розыгрыши, и в этот раз я даже не ожидала, я просто так сделала, в итоге комментарии накидала, я такая, ну ладно, просто выполнила, сделала условия. Такой большой масштабный розыгрыш, я считаю, потому что, ну, все-таки тур стоит не дешево, но он стоит этих денег. Да. Подожди, еще. Подписывайтесь на Генриха и, конечно, смотрите «Территорию Коми». Генрих умничка, молодец, продвигает наш регион, ну и он самый лучший амбассадор нашего региона. 11-й регион рулит. Спасибо.